Сапоговаляльная фабрика производит новую продукцию, расширяет ассортимент традиционного производства и ищет новые рынки сбыта. Спрос на валенки в последние годы упал, но старейшее в Коми предприятие развивается в других направлениях и осваивает современные формы торговли. Ольга Коняева знает, чем удивит фабрика покупателей. Уже 76 лет наша сапоговаляльная фабрика в селе Выльгород Сыктывдинского района выпускает обувь для настоящего северянина. Валенки из натуральной овечьей шерсти высокого качества хорошо держат форму. Выльгородская фабрика – одно из старейших предприятий Республики Коми и Сыктывдинского района. Существует она с 1946 года. Валенки начали выпускать сначала в маленьком цехе единичными парами. Затем все это продукция стала востребована, так как зимы холодные, и все это преобразовывалось, улучшалось. Со временем цеха модернизировали, но в процессе создания главной северной обуви, начиная с отбора шерсти и до придания валенкам формы, и сейчас нужен ручной труд. Ассортимент валенок каждый год расширяется, а с этого года продукция представлена на маркетплейсах. Мы стараемся делать разнообразные цвета валенок. Сейчас мы уже делаем комбинированные белые, серые, белые, чистые, и детские, и мужские, и женские. Мы их красим. Теперь стараемся все для покупателей. Наши валенки – это лучший нужный сувенир из Коми с символикой столетия региона или чемпионата России по лыжным гонкам. В качестве приза такие увезли спортсмены-победители и президент Федерации Елена Вяльбе. Сырье получают от постоянных поставщиков Азии. Готовую продукцию отправляют не только в Коми, большую часть в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Выльгородские валенки закупают промышленные российские гиганты, а также предприятия оптовой торговли по всей стране. Особенность такого производства – сезонный спрос. Долгие годы лето для предприятия было временем простоя и безденежья. 6 лет назад ситуация изменилась. Валенки почему-то летом никто покупать не хочет. Ну и пришла идея выпустить освоить производство какого-нибудь товара, который будет пользоваться именно летом. Ну и пришла идея выпускать профнастил. Закупили оборудование. Один станок в Китае, второй станок в России. И выпускаем сейчас 3 профиля профнастила. Сейчас фабрика производит 70 тысяч пар в год. Спрос на валенки в последние годы упал по всей стране. Потому здесь освоили новое производство. Выпускают полуфабрикаты из войлока, утеплители для техники, шумо- и звукоизоляционный материал, строительный и мебельный войлок, изделия для обувной промышленности. Одна из последних новинок – автоодеяло. Хорошо пошло на реализацию в северных регионах. За прошлый год продали порядка 10 тысяч штук. Это оборудование нам позволило с прошлого года выпускать линоль-джут, который пользуется в строительстве на прокладку между бревнами для строительства. Это закупили мы лен и также пользуется прекрасным спросом. Надо менять изделия под запросы покупателей, уверен руководитель. Только так продукция будет востребована. 10 лет назад, когда выпустили белые валенки, это был шик. Сейчас предприятие закупает новое оборудование из Китая по приливке полиуретановой подошвы к валенкам. Это будет современная, удобная, дышащая и теплая обувь. Ольга Коняева, Евгения Розова, Павел Люлян, телеканал Юрган.